Тебя зовут Настя. Да, да. Ты учишься Да, в учусь, да, высшей? в высшей школе экономики на социологии. Рассказывай, откуда родом Я из Казани. и как в Казани сейчас? В Казани сейчас все хорошо, но я, правда, давно не была, уже месяц, и очень тоскую. Вот моя Адель, моя одногруппница, к счастью, меня привела сюда, и я почувствовала себя снова дома, да. Так приятно увидеть Родные, родные. русские лица. А какие проблемы у татар в Казани? Ну, у каждого татарина своя проблема. Ну, какая-то есть общая глобальная проблема, которая объединяет всех? Не знаю, Ну, типа ассимиляция, нет такого? ассимиляция. Ну, может быть, потому что отменили татарский язык в школах. Это, я знаю, что некоторых это очень беспокоит. Какие ты видишь проблемы, трудности у татарского сообщества в России и Москве? Нужно быть более едиными, я считаю. Чаще собираться, поддерживать друг друга. И брать пример с кавказских землячеств. Там у них есть чему поучиться. Я думаю, что проблемы урбанистики, наверное, когда малоразвитые регионы стремятся переехать, точнее, жители из этих регионов в большие города. Я думаю, нужно развивать маленькие города. Как развить малоразвитые регионы? Нужно развивать промышленность. Как развить промышленность? Я не знаю. Если бы я знала, я бы это сделала. В будущем я это сделаю. И последний вопрос. В чем сила? В правде. Какие ты видишь проблемы у татарского сообщества в Москве, в России в целом? Все классно, все супер. Я родом из Татарстана, из самого, наверное, солнечного города Нижнекамска. Да. Как узнали о штабе татар? О штабе татар, значит, куда в интернете любой сайт заходишь, везде штаб татар. Куда не зайдешь, YouTube штаб татар, Instagram штаб татар, везде штаб татар. Что вас особенно привлекает здесь? Почему вы каждый раз сюда мчитесь, бежите? Здесь и определенная энергетика, определенный микроклимат, определенные люди здесь необычные собираются. Есть татарская, не очень, может быть, пословица «бит яря битка, эт яря я этка». Вот, поэтому вот это вот здесь собираются позитивные, уникальные люди, и здесь такой вот просто сбор вот этой вот положительной такой позитивной энергии. Отрицательная есть энергия? Отрицательной энергии вообще отсутствует. Ну, так же скучно, какая-то немножко хочется отрицать. Даже самые отрицательные энергии люди, которые сюда приходят, они... Красная карточка сразу. Нет, они под общее настроение становятся положительные. Какая должна быть татарская семья? Татарская семья должна быть, значит, крепкая, любящая друг друга и, самое главное, богатая, чтобы они за счет своего состояния помогали продвижению татарской нации. И чтобы они детей воспитывали идеологически правильно. Нам сейчас не нужно количество, нам нужно качество каждого татара. Татарина самооценка, такое, значит, самопонимание, что он татарин. Вот это для нас очень главное, важное. Согласен. Какие проблемы есть у татарского сообщества в Москве и в целом в России? В татарском сообществе есть небольшие деструктивные силы, есть немного разрозненность, но в целом, значит, проблема то, что мы, татары, мы уникальная нация. Хотя мы никогда свою нацию ни с кем не сравниваем, но мы трудолюбивые, мы с самоотдачей работаем, мы, значит, такая нация, которая вот эти свои качества уникальные, присущие татарской нации, не всегда раскрываем. Мы самые лучшие и самые скромные еще. Мы очень скромные, лишнего скромные, поэтому нам надо быть более такими твердыми, более настойчивыми и более... значит, пробивными, я бы сказал. Какие у нас планы в этом году у татарского сообщества? В татарском сообществе мы уже начали готовиться к переписи населения через 10 лет. Вот, мы проведем нынче, значит, много никьяхов, даже мы запланировали спиддейтинг нынче, что мы давно не делали, значит. У нас много будет поездок по России в 20 городах, и самое главное, сейчас мы все дружно уходим в школы. Мы должны разговаривать с детьми, мы должны влиять на их воспитание, самосознание. Вот эти разговоры со школьниками, с молодыми родителями, с родителями детей, которые учатся в школе, и попытаться во всех русских школах создавать татарские классы с татарскими часами. Если человек, допустим, захотел прийти в штаб татар, увидел в Ютубе видео, как ему прийти, как найти?
Ну, мы представлены на всех сайтах, поэтому мы еще нет ни одного человека, которого мы бы сюда или не пустили, или же там сказали бы, значит, не надо сюда заходить. Значит, мы всем рады. Поэтому, значит, и у нас вот сегодня, например, в компании есть православные татары, есть девушки вот русские пришли, но им интересна татарская культура. И вот эти две девушки, они с удовольствием по телефону поют татарские песни, даже громче татарочек наших. Как по телефону, в смысле, записывают? Нет, запись, слова берут в телефоне и поют громче всех татар, русские девушки. А вы поете тоже песни татарские? Я очень громко пою, но про себя. Ну, можете показать сейчас, нет? Хотя бы. Нет, про себя. Какие ты видишь проблемы, трудности у татарского сообщества в Москве, в России в целом? Но я рада вообще, что у нас есть такой штаб и есть возможность посетить и пообщаться с людьми своей национальности. Еще пожелай что-нибудь зрителям. Желаю всем счастья, здоровья и попробовать татарский чак-чак. Мы тут выясняем тоже, какие ты видишь проблемы, трудности у татарского сообщества в Москве, в России, на твой взгляд. Но основной проблемой, конечно же, является ассимиляция и глобализация народов. Вот, считаю, что Как так. предотвратить ассимиляцию? Что нужно делать? Тусоваться татары вместе друг с другом. Ну, тусоваться. Надо ценности менять, прежде всего у молодежи, и стараться самому подавать пример соответствующий. Вот, потому что очень много говорят об этом, но на самом деле в России много зажиточных татар, много семей, которые там вторые, третьи, четвертые в списке самых богатых семей в России. Но, например, благотворительностью не сказать, что так активно занимаются. И надо поднимать татарскую глубинку, села, потому что я думаю, что все-таки душа татарского народа, основа, корни — это наши села. Там культура наша сохранилась гораздо лучше. Многих беспокоит еще перепись населения, что не учтено много татар. Ну, у каждого по своим, мне кажется, интересам. Та проблема, которая откликается ему, тот больше за нее беспокоится. Какая проблема у тебя самая большая? Какая проблема тебя отвлекается? Лично у меня, ну, пока, слава богу, у меня нет проблем, и я не могу прям назвать что-то такое глобальное, поэтому у меня проблем нет сейчас. Назови трех лучших рэперов в России. Усал, Так. Фейс Так. и, ну, рэпер, ну, Маркул это не рэпер, но все равно. это стрелы, да? Ну да, но Нормально. он все равно так читает. Роскошно. Ну так, да. Совершенно.